Добрый день, компания Прогресс Авто. Обзор по запросу Komatsu FJ20. Сейчас быстренько покажу. Конечно, запылился уже вилочник. Ничего страшного в этом нет. По лакокраске, я думаю, в любом случае все будет понятно. Честно говоря, лакокраска выглядит как родная. То есть здесь у нас есть пятнышки какие-то облезлые, тому подобные вещи. Но в целом здесь нет прям следов того, что она была выкрашена. Поэтому мне кажется, что покраска может быть родной, ну и соответственно у нее вот такой вот сохран. По шильдам. Так, давайте сразу запустим, потому что она на улице стоит. Сразу покажу. Температура холодная. Собственно, запуск. Чтобы она просто не вымерзала окончательно. Шильды. Так, сейчас покажу заодно гидроцилиндры. Гидроцилиндры. Все целенькое, без масла, без коррозии. Так, как и должно быть. Шильды я вам отдельно сфотографирую. Ну, я думаю, что здесь на кабине понятно. На каретке. Сейчас посмотрим, должен быть с той стороны, если он есть. Но на каретке мы его с вами не найдем. К сожалению, не сможем вам его показать, потому что это просто банально нет. Обычно на вилочке, когда расположен он здесь, на мачте. Так, в остальном по работе. Вот он. Холодненький. Потихонечку греется. Сильно насиловать не будем. Вот у нас вот здесь прямо. Ну, выхлопа белого дыма и так далее. Сейчас попробую заснять. Белого дыма нет. Тут как бы все нормально, адекватно. Давайте капот прикроем и попробуем уже приподнять как раз вилы. С грузом, если честно, смысла нет. Просто потому что, во-первых, морозяка у нас, во-вторых, ну, двухтонник. Мы можем приподнять, ну, килограмм, например, 200, 250, 300 фрезу. Но там искать груз в районе тонны, там, полторашки. Ну, во-первых, его нет у нас банально. Во-вторых, искать его и поднимать на морозе, на холодную тоже не очень хочется. Вот, холостые обороты. Полный вылет. Полный вылет без проблем. То, что имеем. Ну, естественно, то же самое с наклоном. Наработка, кстати. Судя по всему, счетчик не работает, потому что 75 часов, понятно, что это нереальная наработка. И ну, просто, скорее всего, сломан счетчик банально. Поэтому такая цифра у нас с вами. На морозе, к сожалению, телефон не хочет особо фокусироваться. По части шин. Шины цельнолитые. Осадок, кстати, неплохой. Есть повреждения, видимо, где-то по камням или еще почему-то ездил подобному. Задние шины также цельнолитые, но остатка протектора совсем нет. Уже залезались прям хорошо. То же самое и по второй стороне. Передние в норме еще, походят. Протектор заметно глубокий. Зад зализанный, к сожалению. Так, гидроцилиндр я вам показал. Вот еще разок с верхние. Здесь все хорошо. Здесь также. Так, наверное, стоит залезть поподробнее под капот.
с этим уже будет второе видео, которое будет с фонариком. Так, второе видео со вспышечкой, чтобы было видно, где что, как течет, не течет, и так далее и тому подобное. Сразу в коробку туда чуть-чуть покажу, что там все так же чисто сухо. Генератор по низу, надеюсь, видно, что поддончик там тоже сухой. На этой стороне карбюратор. Ну, сухо, достаточно адекватно работает, без лишних призвуков каких-то. Звук насоса гидравлического, он адекватно везде одинаковый, почти на вилочных погрузчиках, на холодную тем более. Вот он наш насос. Также сухой, чистенький, без каких-либо проблем. Собственно, стартер. Все стандартно. Рулевое. Уже гидравлика идет, расходится. Механическая, естественно, коробка передач. Сейчас сядем, проедемся. Ох, руки уже мерзнают. Ну, собственно, сцепление. Первое вперед. Вилочник едет. Без проблем. То же самое на второй. Все включается легко. Буксует. То же самое и назад. Задний ход. Все горит у нас здесь. Естественно, горят также стопы с обеих сторон. Есть здесь у нас фары. Не понял, в какой момент включается. А, вот. Включились они. И нижние, и верхние причем. То есть здесь также все в норме. Поэтому вот такой вот вилочник. Почти убивший нашего сотрудника. К вашим услугам. Даже подсветочка на панели работает. Бедный замерз. Ну, вилочек прям на ходу замерзает, поэтому будем его парковать. В тепле, конечно, будет работать гораздо четче. Все, всего доброго.